Все знают и помнят Динмухамеда Ахметовича Кунаева как первого секретаря ЦК КПК, но немногие знают, что он работал в Ридере. Он и как все политические лидеры того времени прошел все стадии партийной институционализации, первоначально проработав на производстве, затем перейдя на партийную работу. Отличительные способности его характера, ума, психологического склада, интеллекта и глубокой образованности выделяют его в ряду политических руководителей тоталитарного времени. В предвоенные годы и в начальный период Великой Отечественной войны Динмухамед Кунаев возглавил в Лениногорске одно из крупнейших предприятий свинцово-цинковой промышленности СССР. Стоит отметить, что тогда 9 из 10 пуль в Красной армии выплавлялись из казахстанского свинца. В апреле 1942 года Кунаев был назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров республики. На новом посту он курировал работу предприятий цветной металлургии, угольной и нефтяной промышленности, электростанций, железных дорог, автотранспорта и оборонных заводов, а также активно занимался научными разработками. Под его руководством были проведены актуальные мероприятия по улучшению научной деятельности институтов, укреплению их кадрами, усилению связи науки с производством, сосредоточению научных сил и материальных ресурсов на разработке комплексных проблем развития производительных сил республики. Динмухамед Ахметович Кунаев, как руководитель республики, внес значительный вклад в ее развитие, сохранил авторитет среди народа, у которого пользовался поддержкой и уважением. Жители города Ридер очень уважают этого человека. В настоящее время одна улица города Ридер названа в честь Динмухамеда Кунаева. Также присвоено имя средней школе номер 3. Повышение занятости населения и снижение безработицы является приоритетным направлением государственной политики занятости Казахстана. За годы независимости уровень безработицы в городе Ридер снижен с 7,5% до 4,3%. Благодаря комплексу используемых инструментов поддержки занятости за годы независимости Казахстана уровень непродуктивно самозанятых снизился на 52%. Ежегодно снижается уровень молодежной безработицы. Нетрудоустроенные граждане получают другие государственные меры поддержки. Проходят переподготовку по востребованным специальностям. На период подбора подходящей работы до 6 месяцев получает пособие по потере работы из Фонда социального страхования. А также предлагается трудоустройство на временные рабочие места, общественные работы, социальные рабочие места. Инструмент краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей и востребованным на рынке труда, квалификациям и навыкам ускоренное до 6 месяцев, приобретение безработными и сокращаемыми работниками новых или измененных профессиональных навыков позволяет трудоустроиться по новой профессии. Последние годы трудоустроено 1070 человек. Уровень трудоустройства от общего количества заявителей 89%. Создано 875 новых рабочих мест. Направлено на молодежную практику 29 человек. Имеется 616 открытых вакансий. Все перечисленные достижения были достигнуты всего за 30 лет, что по историческим меркам является небольшим сроком. Это говорит о величайшем потенциале страны и в будущем. Все это стало возможным благодаря обретению независимости и стремлению народа Казахстана становиться лучше всегда и во всем.